Актер Остинского театра Алан Албегов стал обладателем престижной театральной премии «Золотая маска». Награду он получил за лучшую мужскую роль в спектакле «Король Лир». И сегодня Алан Албегов в нашей студии. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о фестивале и о том, была ли ожидаема эта награда. Замечательный фестиваль, который придумал еще более 30 лет назад Михаил Ульянов, руководитель тогда Вахтанговского театра, председатель Союза театральных деятелей. Это был юбилейный, 30-й фестиваль «Золотая маска». И как раз такой переходный период, когда руководство «Золотой маски» сменялось, опять, как сказали на открытии, маска вернулась в Союз театральных деятелей. Ожидаемо или неожидаемо? Неожидаемо, скорее всего, наверное, потому что в номинации «Лучшая мужская роль» там более 20 человек претендовали на эту награду. Осетинский театр был номинирован в 4 номинациях. Это лучший спектакль «Король Лир», лучший режиссер Геви Валиев, лучшая мужская и лучшая женская роль Амина Аккацева. И тем приятнее, наверное, было, что среди таких больших столичных актеров до сих пор, наверное, не осознаю это что впервые Кавказский театр принимал участие в «Золотой маске», были номинированы и еще и победили. Это победа всего Осетинского театра, Кавказского театра. Почему так получилось, что вы были единственные из Кавказа? Ну, это, наверное, надо задать вопрос Кавказским театрам. Я благодарен Гиви Валиеву за его смелость, что он не боится делать этот прорыв в столицу, чтобы Осетинский театр знали, узнавали, потому что одно дело поставить спектакль, даже хороший спектакль, другое дело это все отправить, заинтересовать экспертный совет сначала, потом членов жюри. Наверное, надо всем театрам Кавказа быть смелее, потому что мы видим, что это возможно. Обладать здоровыми амбициями. Да, наверное. Расскажите, пожалуйста, о своей роли. Вот насколько сложно она вам далась? А может быть, не сложно? Если говорить о «Короле Лире», для меня изначально это глубокий старик. По пьесе ему 80 лет. И когда мы приступили к постановке этой пьесы, я был распределен вообще на другую роль. Я был распределен на роль Кента. Это такой соратник сначала Лира, потом его сопровождает всю его жизнь, этот персонаж. На роль короля Лира был распределен незабвенный, Царство Небесное, Сурен Хугаев. Ахшар Бекмурзов репетировал эту роль. Но потом обстоятельства так сложились, не стало Сурена. Ахшар Бекмурзов по состоянию здоровья тоже отказался. И когда Гиви мне предложил эту роль, я сначала так задумался, а возраст, по мне, он глубокий старик, его должно быть очень жаль, сопереживание должен вызывать по мне. И он сказал тогда, что мы не будем играть возраст, мы будем играть историю Лира. Ну и так получилось, что мы действительно не играли 80-летнего глубокого старика, а играли историю Лира. То есть изначально вы были морально не готовы к этой роли, да? Потому что в вашем представлении ее должен был играть... Да, более взрослый артист. Ну а вообще, вот когда вы уже стали выходить на сцену в этой роли, вот как вы себя ощущали в этом образе? Любой король — это что ж человек? Я искал в нем прежде всего, да, он заканчивает свое правление, и он разделяет свое царство и спрашивает дочерей, кто из вас меня любит больше, та и получит большую часть страны. И оставаясь королем, он для меня был прежде всего человеком, отцом, который переживает за каждую свою дочку и глубоко не может понять, что происходит с Корделией, почему она так поступила, любимая дочка. Прежде всего человеческие качества какие-то я искал в нем, потому что все мы люди, и короли, и принцы, они тоже прежде всего человеки. С вот этими человеческими качествами. Каждый из нас плохой и хороший человек одновременно. Поэтому если в нем были какие-то отрицательные качества, как нам говорили, как нас учились, всегда нужно искать положительное. В положительном нужно искать отрицательное. И в любом злодее также нужно искать положительные какие-то качества.
В одном из интервью вы сказали, что вы от природы очень скромный человек. Как так получилось, что в одном человеке уживается вот эта страсть к лицедейству и в то же время природная скромность? Не знаю, скромность и стеснительность — это одно и то же или нет. Я, скорее всего, наверное, стеснительный. Ну, тем более, как стеснительный человек может выйти на сцену театра? Вот это парадоксально. Вот это парадоксально. Для меня это было парадоксально. очень удивительно слышать. Я в жизни стеснительный, а на сцене, вот сцена — это удивительное место, которое дает мне простор открыть то, что забито в тебе, задавлено на все 100%. Вот. То есть именно проявить себя, именно убрать вот эти ограничения. Конечно, все. конечно. На сцене мне интересно все. Абсолютно. Я там отдаюсь, стараюсь отдаваться. Если еще и режиссер хороший, который в тебе открывает то, что в тебе заложено, скрыто, и вытаскивает из тебя что-то новое, интересное, вот тогда ты там купаешься в этом. А когда вы поняли, что вы на сцене чувствуете себя совершенно иначе, чем в жизни? Ну, всегда это было, всегда. Ну, чтобы понять это, нужно было выйти на сцену, как минимум. Ну, на сцену я стал выходить, наверное, еще в школьном возрасте, в сельском доме культуры в Заманкуле. Я сельский парень, вырос в селе и учился в сельской школе. Но у меня замечательные, потрясающие мои учителя и в школе, и руководители художественной самодеятельности, которые вот давали эту возможность проявить себя на сцене. Наверное, тогда это было заложено. Хотя я после школы поступил на исторический факультет, но всегда знал, что что-то... На исторический факультет вы поступили по настоянию родителей, Родителей, да? Да. Ну, я вот всегда тянуло, всегда знал, что вот приду на сцену, но каким образом приду, не осознавал. Ну, так. А как вы считаете, все-таки актер — это мастерство или талант от Бога? То есть, вот, как говорят, поцелован Богом. Это врожденное качество или все-таки этому можно научиться, отточить там? Конечно, учиться нужно. Учиться нужно. Есть актерская школа, безусловно, разные актерские школы, но это оттуда. Наверное, мы ничего не решаем в этой профессии. Если на тебя что-то капнуло, или, как вы говорите, поцелован Богом, и ты раб этого, ты не можешь без этого. Наверное, так. Если ты можешь без сцены, если ты можешь без этой профессии, значит, это не твое. Я ненавижу эту профессию. Если все вернуть назад, я бы, наверное, не стал артистом. Но я не могу без этой профессии. Она очень жестокая профессия, очень зависимая профессия. Очень много сил душевных, физических нужно затрачивать на все это. Но я не могу, я люблю. Я ненавижу, и я люблю. Это вот парадоксальность в этом. Я как раз вас хотела спросить, бывает ли у вас профессиональное выгорание, но я думаю, что вы уже ответили на этот вопрос. Потому что принято считать, что профессиональное выгорание бывает чаще у офисных сотрудников, но, как оказалось, не только у них. А как вы с ним справляетесь? И как оно проявляется? Поменьше суеты. Поменьше суеты. Нужно, бывает, в какой-то момент вот остановиться, отойти, посмотреть со стороны на все это, помедитировать, где-то погулять на природе, в горах, в каком-то тихом месте, побыть одному. Какие-то такие моменты помогают. Насчет медитации, вот, это даже часть профессии медитировать, потому что и у Станиславского еще все эти восточные всякие практики, и в театральной школе это тоже практикуется. А из чего это состоит, если вот, просто? Это разные упражнения, познания, и дыхательные в том числе. Ведь инструмент артиста это он сам, это его психофизические аппараты. Если голос, руки, ноги, дух, душа, эмоции, это нуждается в практике, в каждодневной практике. Вы говорили о том, что никто не мог подумать, что вы выберете для себя эту профессию, из родных, что вы выберете для себя эту профессию. А как они отнеслись к тому, что вы все-таки стали актером? Я поступал тайком. Я заканчивал 3-й курс исторического факультета, и в этот год, в
в нашем университете, благодаря Ахурбеку Алихановичу Магометову и Валерию Заурбековичу Царьеву, был первый набор на кафедру театрального искусства, первый набор актеров. И когда я об этом узнал, я никому ничего не сказал, ни родителям, ни один человек об этом не знал. Я стал сам готовить программу какую-то, стихи, басни, там, прозу. Забрал свои документы исторического факультета и подал их вот на первый курс в приемную комиссию, хотя я не знал, возьмут меня, не возьмут. И это был большой риск. А отбор строгий был? Строгий. Это был председателем жюри, был народный артист Советского Союза Николай Саламов. Для нас это было очень ответственно. Выпускники театрального института имени Щукина, Земфира Федоровна Галазова, мой педагог по речи, Валерий Заурбекович Царьев. Это была целая большая приемная комиссия. И когда уже поступил, тогда через некоторое время я сразу не мог сказать, потом сказал, и для них это, конечно, было больно им было, конечно. Они считали, что это лицедейство, что это все несерьезно, что где исторический факультет и где вот какой-то актер. А в какой момент родители все-таки смогли это принять и порадоваться? Совсем недавно, наверное, когда уже были какие-то успехи в театре, приняли. Ваши родители регулярно приходят к вам на спектакли, там приходили, как-то поддерживали? Нет, папа не приходил, потому что не принято было, наверное, там папы уже нет, 11-й год. А мама до сих пор периодически приходит. Для меня это очень ответственно и волнительно бывает, очень ответственно. Потому что даже когда все это начиналось, первые большие роли, и мама могла такие точные замечания сделать мне. Я говорю: мама, откуда вот это вот, а вот там так надо было, а вот здесь вот, и они были очень точные. Ваша мама работала в школе, мне кажется, да. что учителя это все-таки психологи, да. Они видят многое, что-то подмечают очень внимательно и к деталям. Наверное, тут еще ее и профессиональная роль сказалась. Я знаю, что вы преподаете на факультете искусств. Вот что вы прежде всего стараетесь вложить в студентов? И что вы в них прежде всего цените? Какие качества? Что мне важно бывает, я им всегда говорил, я могу простить то, что вы чего-то не знаете, чего-то не умеете, и это нормально. Мы вместе учимся. И учимся не только здесь, в стенах университета. Учеба продолжается и дальше в театре, и будет продолжаться всю жизнь, чтобы не останавливались. Чего я не приемлю и не хочу, чтобы плохое закулисье. Потому что театр — это не просто храм искусства, это еще храм таких разрушенных надежд, иллюзий каких-то. И когда начинается вот это какие-то интриги. Борьбы, зависти. Да. Вот это я не приемлю и всегда пытаюсь оградить от этого ребят. Но вы их готовите, что они должны быть готовы погрузиться в эту атмосферу? Конечно. Это будет, это и было, и есть, и будет. Но если человек увлекается работой, только работой, то его это вот не касается. А вы сами с этим столкнулись, когда пришли работать в театр? Мужчинам, наверное, все-таки легче, хотя это все-таки женская профессия. Тебя как девушку выбирают на ту или иную роль. Ты зависим от режиссера, от партнера, от всех. Это вот, но мужчин это в меньшей степени При этом изначально касается. актеры были только мужчины. Да. Не знаю. Когда ты увлечен только работой, и тебя это меньше всего касается. Ты не слышишь, не видишь, ты там где-то что-то там краешком уха о чем-то слышал, но не придаешь этому значения, потому что главная работа. Это да, но чтобы так воспринимать мир, это надо быть таким духовно развитым человеком, мне кажется, чтобы не обращать внимания, что происходит там у тебя за спиной, кто где что сказал или что тебе сделал. Когда мне говорят, тебя это не задевает. Задевает, конечно, мы же все живые люди, задевает, просто в этот момент нужно увлечь себя чем-то другим, чтобы это не засасывало. То есть вы уходили в такие моменты в работу, в творчество? Да.
Алан, вам удалось поработать с великими людьми, которые работали в Остинском театре, а сейчас вы один из них. То есть вы тот, кто делает историю этого театра. И когда вот приходят новые поколения актеров, вы ощущаете у них особое отношение к себе или нет? Или все-таки у вас вы стараетесь выстраивать такие, ну как сказать, более дружеские, доверительные отношения? Не позволяете делать из себя кумира? Ой, упаси Боже, какого кумира? Вот, да. Потому что когда я пришел в театр, вот Ну, наше ведь для поколение... кого-то вы кумир. Наше Наверное, поколение, не наверняка. знаю, я бы не хотел, не знаю. Мы пришли в театр, и действительно, я счастлив, что я застал Николая Саламова, Орзету Алихановну Бекузарову, Бимбулата Ватаева. Их долго, много перечислять, они действительно великие, которые сделали этот театр, делали историю, честь и славу Осетинскому театру. Я на них тоже смотрел как на небожителей, но они вели себя со мной на равных, не позволяя там какого-то понебратства или еще что-то, но они искренне помогали на сцене, искренне, по-человечески, по-отечески, по-матерински они подсказывали в профессии, в жизни. Никогда ни от одного старшего я по отношению к себе такого вот пренебрежительного, а ты вот только пришел, а ну что-то, не было такого. Для меня сейчас это тоже важно. Я стараюсь всех своих учеников по возможности привести в театр. Я вместе с ними играю. Сейчас уже наши первокурсники, второкурсники, третьекурсники, они заняты в спектаклях вместе со мной. И, ну, это их надо спросить, как я, как им со мной или как я с ними. Но мне приятно. Они, то поколение, которое за нами, они должны быть лучше нас. Иначе это стагнация, иначе развития не будет. Однозначно они должны быть лучше нас. Для меня это вот маска не только моя, это маска там Зарифы Бритаевой, Орзеты Алихановны, Сурена Хугаева, Бимбулата Ватаева. Это их маска тоже, наверное, потому что если мы пришли после них и мы стараемся, насколько можем, развивать этот театр, делать честь и славу осетинскому театру, осетинскому народу, Осетии, то, наверное, мы не такие уж плохие после них. И после нас тоже хочется, чтобы это молодое поколение, оно другое, оно более интереснее, чем мы. Они чему-то учат нас тоже, и это здорово. Ну, Главное, мне кажется, чтобы... что сравнивать поколения вообще не очень корректно, потому что, ну, поколения живут в разное время. В свое время вот были такие люди, да, и это не значит, что они там лучше или хуже. Абсолютно правы, абсолютно, потому что театр — это вот здесь и сейчас. Да. И каждое время театр меняется, вместе со временем меняется. Время формирует Конечно, человека, конечно, да. но что важно, что каждое поколение должно сказать свое слово, иначе оно будет мертвым. Вот это важно, чтобы поколения, которые за нами, они сказали свое слово. Заявили о себе. Да, да. Вот существует мнение, что люди, ну, один человек не может быть хорошим теоретиком и хорошим практиком. То есть вы себя как практик, как актер, вы себя уже проявили. А вот в преподавательской деятельности она вам близка или не очень? То есть как вы себя оцениваете как преподаватель? Это надо студентов спросить, какой я преподаватель. Хотя, на мой взгляд, как раз-таки бывают идеальные, как сказать, и теоретики, и практики, два в одном. Мне кажется, что это не помеха. Замечательная актриса, потрясающая актриса Орзета Алихановна Бекузарова. Она была и потрясающим педагогом, одним из лучших педагогов в Осетии, театральных педагогов. Например, не менее величайший ее супруг Николай Саламов, народный артист Советского Союза, он говорил: я не умею преподавать, но при этом он величайший актер. Я до сих пор учусь преподавать, учусь вместе с ребятами, открываю в себе какие-то новые моменты в театральной педагогике. И это важно. В тот момент, когда ты остановишься в своих исканиях, все становится, и
детям будет неинтересно. Вам близка преподавательская деятельность? Или Да, нет? конечно, Да? да. Это тоже было совершенно случайно. У меня были величайшие педагоги, я считаю, и Валерий Зарубекович Царьев, Лидия Черменовна Бессолова, Земфира Федоровна Галазова. Ну, потрясающе, действительно. Они не делали из меня там еще одного Тхапсаева, еще одного Саламова. Они подарили нас самих, они открывали нас, и я стараюсь также вот в каждом студенте увидеть его индивидуальность, раскрыть его взгляд на этот мир, чтобы они не подражали там кому-то, мне или еще кому-то, чтобы они прежде всего себя заглянули и себя открыли этому миру. Мне кажется, это сделать довольно трудно. Трудно, разглядеть конечно. в каждом. Конечно, знаете, это очень каждого. трудно. Иногда талант так глубоко бывает забит, зарыт, что его очень трудно. С болью приходится, со слезами иногда это приходится вывести наружу. Но зато интересно, потом будет наслаждение. Вы сказали о том, что если бы сейчас перед вами стоял выбор, какую профессию выбрать, вы бы не стали актером. Нет. А кем бы вы стали? Военным. Я тогда еще думал, да, меня это очень привлекало с детства. Я служил, и я понимал, что вот это тоже мое. А театр Я это бы что? никогда не подумала, театр глядя это на что? вас, что вы бы стали военным. А честно. театр это что? Театр это тоже служба. Это служба. У нас не говорят идем на работу, мы идем на службу. У нас не нормированный рабочий день, нас могут вызвать в выходные, в праздники, когда угодно. И вот, наверное, этим самым меня военная профессия, своей дисциплиной, своим каким-то таким стержневым моментом меня это... Потому что в театре тоже без стержня какого-то такого хорошего, сильного ты не сможешь. Это будет очень сложно. И вот военная профессия меня тоже этим привлекала. Сейчас я понимаю, что если бы не театральная деятельность, это было бы... Но вы бы военный. смогли быть в этой дисциплине, просто даже визуально, вот глядя на вас, да, на ваш образ в одежде, очень такой неформальный, можно сказать, да, для Кавказа. Я не то что смог бы, я бы был. То есть вы уверены. Абсолютно. А у вас кто-то был военным? Нет. Почему нет? Нет, но я служил, папа служил, и я был командиром отделения, и все получалось, все. Просто в сложное время, в 90-е годы я служил, когда Советский Союз распадался, а Россия еще не сформировалась. И Все могло бы быть. Да. А вы играли какие-нибудь интересные роли, где вы понимали, что вы играете, ну, как сказать, вы играете себя? А каждая роль мы откуда берем все эти силы, все эти эмоции, все эти нервы? Из себя. Хотим мы или не хотим, да, ты наблюдаешь, ты изучаешь тот или иной персонаж, это, будь то исторический персонаж, будь то это образ, написанный Шекспиром, Островским, Гоголем, кем угодно. Все равно мы из себя берем. Это наши нервы, это наши руки, наши глаза, наши эмоции. Они, да, немножко разные для каждого героя, но мы берем их из себя. Ну, то есть, вот, как говорят, да, правда, что актер вживается в роль. Вам потом приходится выходить из этого состояния? Вот это не просто хождение на службу, да, как я говорю, это эксперимент на себе прежде всего. Прежде всего эксперимент на себе. И когда ты играешь Ричарда III, злодея, исчадия ада, да, бывает сложно. Бывает сложно, потому что это уже все равно вот из тебя это выходит, оставляет отпечаток этот какой-то. Но никогда нельзя забывать, что это игра. Это игра. Да, это вот в таких предлагаемых обстоятельствах. Но если ты на секунду забудешь, что ты не играешь, что там зрители, что здесь партнеры, которых ты сейчас пытаешься убить, да, ну, это будет уже клиника. Это нехорошо. Ну, мне кажется, это какая-то тонкая грань. Конечно, абсолютно, абсолютно тонкая грань. Никогда нельзя переходить эту грань. А чтобы воплотиться в роль, например, я слышала, что Бибо Ватаев перед тем, как воплотиться в роль, он отстранялся от внешнего мира на несколько дней, не общался ни с родными, ни с друзьями, то есть он вживался в роль, что-то там у себя дома репетировал. А у вас как это происходит? Всегда по-разному.
Всегда по-разному. Вот на какие-то роли мне нужно, чтобы вот я минут 20 понастраивался, будь то большая роль или эпизоды, неважно. А в другой раз мне ничего не надо. Я вот так повернулся и по какому-то щелчку... Вот от чего это зависит, да? По какому-то щелчку это вот... Какие самые интересные подарки, знаки внимания вам оказывали поклонники? Вообще расскажите о своих поклонниках. Мы играли спектакль, сколько лет назад это уже было, спектакль Изабеллы Каргиновой в Русском театре «Нет войне» по пьесе Борхерта «За дверью», ну, одна из моих любимых ролей. И после каждого спектакля приходили смс-ки. Тогда еще не было таких сенсорных телефонов, я даже не знал, чьи это номера. Вы помогли мне выжить, вы потрясли, там еще что-то, какие-то такие. Это приятно действительно, когда твоя игра трогает и помогает в каких-то моментах. Я не думаю, что театр и актер может изменить ту или иную личность, но сохранить вот те задатки добра, красоты, помочь человеческих, да, помочь это самое. сохранить в человеке. Изменить навряд ли, но сохранить добро в человеке, наверное, театр и артисты могут. Ну, то есть у вас нет таких вот постоянных поклонников, кого бы вы знали в лицо? Мне вообще кажется, честно скажу, может, крамольную мысль, что в театр ходят одни и те же люди. В этом я абсолютно, вот... да, потому что по статистике говорят, что в театр ходит только 1% всего населения. 1, да? Да, так говорят, я не знаю, но в разные периоды в Остинском театре я играл... Просто я сама иногда хожу в театры, не часто, скажу честно, но... Я уже узнаю людей, которые обычно бывают на спектакле. Абсолютно, вы правы. Играли бродягу 10 лет. Это моя большая первая главная роль в постановке Георгия Хугаева. И на каждый спектакль я даже знал, где эта женщина жила, уже пожилая. И вот она или Хризантемы, или Ромашки, но на каждый спектакль она приходила, и уже все мои партнеры знали: Алан, вот пришла вот твоя поклонница опять. Ну, это дорого, на самом деле дорого и приятно. И даже когда полный зал, школьников каких-то там, которых иногда загоняют там по пушкинской карте, не по пушкинской, и ты понимаешь, что для них это не очень важно, они вот там в телефоне посмотреть, но среди них бывают 1-2 человека, которые действительно, и ты начинаешь играть ради этих 2-3 человек, потому что это важно. Ну как вам вообще вот эта политика пушкинской карты? Это, я ее, скажу сразу, одобряю. Это мне очень нравится, что у наших детей появилась такая замечательная возможность бесплатно считать, да? Ну как за счет государства посещать спектакли. Но когда появляются разнарядки, так, там такой-то класс, все, пожалуйста, зайдите, купите билеты на вот этот спектакль по пушкинской карте. Ну, мне кажется, что это у детей вызывает только отторжение, что... Почему именно на этот спектакль? Может быть. А с другой стороны, вот, допустим, спектакль «Гоголь», «Ревизор» или «Островский», «Доходное место», Лермонтов, «Демон». Да, они самостоятельно не пойдут на эти спектакли. Не придут, наверное, и все-таки надо, может быть, не заставлять, но прививать вот как-то, если их это заинтересует, наша задача в том, чтобы, придя вот на такой спектакль, они потом еще захотели в следующий раз. А если их завели на этот спектакль, и им не интересно, они, конечно, в следующий раз будут сопротивляться этому. И поэтому задача театра, артистов зацепить этих детей. Алан, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, и надеюсь, что вы придете к нам вновь. Спасибо вам. Спасибо, если пригласите, если будет повод какой-то. Обязательно.